Tökün saskı bulput çugahata çugahanlar. Ol kurduk bir sübir kine bütün ustan arabil. Bu bir erjon kehne buha saskı busputun ketehen jabu kine bütün bir saskı kuska belemni diyen ustan arabil. Bu kine biter kördürük bite heka Moskva'dan выставка бұл выставкатыгар бұл мағағынлары қайдақ жалларын чағына жонлар қайдақ кирен бәлерін сөбілер малларын атылағаларын оны өттен интерегіне өлбақ интерегіне кадрдары көттірек бүйт саңан новинкалары көттірек бүйт оннан бейхіне күтті болуын көрін. Добрый день, дорогие подписчики. Как вы знаете, мы пропали с нашего YouTube-канала. У нас довольно не было давно выпусков. Мы думали, что вам показать, и вот решились показать именно выпуск подготовка к сезону охоты на водоплавающую дичь. Решили показать выставку, которая будет проходить в Москве. Эта выставка называется «Охота и рыболовство на Руси». Будет довольно интересно. Мы покажем вам ассортимент, который есть на этой выставке. Может, вы посмотрите что-то для себя. В общем, оставайтесь с нами, и будет довольно интересно. Асырды олла выставкаға баран рәбет бастығы көммет асырда туран чәйді жеведіктен бұл қомынан таққан рәбет. Вот выходим на выставку. Сегодня она начинается, будет на ВДНХ. Идти тут недалеко. Дойдем и уже оттуда продолжим. ВДНХ УТР келдебет первый день выставки, да, Никита? Первый день на ВДНХ находимся, вот, подходим. Скоро совсем начнется выставка. Охота и рыбалка – это увлечение тысяч людей, живущих в России и по всему миру. Необъятные просторы, множество почти девственных уголов природы позволяют жителям городов проводить выходные на природе с ружьем или удочкой в руках. И для этого проводится в России крупнейшая выставка и одна из ведущих в мире. Это «Охота и рыболовство на Руси». Впервые она прошла 6 февраля 1996 года в столице России, городе Москве, и неизменно проводится на ВДНХ. 2 раза в год на ней собирается много официальных гостей и огромное количество посетителей из разных стран мира. В этом году с 20 по 23 февраля в павильоне номер 75 ВДНХ проходит ежегодная и уже по счету 47-я международная выставка «Охота и рыболовство на Руси». По всей площади на 33 тысяч квадратных метров выступает более 900 компаний со всего мира. Значит, у нас есть такая поговорка: дни, проведенные на рыбалку, в зачет жизни не идут. То есть мы здесь вам предлагаем здоровый образ жизни, который продлевает эту жизнь. Да? Здравствуйте, Ярик. Как у вас дела? Отлично. Новинки поступили, да? Да. Это все виды наших гусей, что мы производим, они в новой расцветочке. То есть, если они были вот в таком раскрасе, когда, грубо говоря, рисованы художником вручную, сейчас они появились вот такие вот фотореалистичные. То есть, когда каждое перышко, оно отрисовано. То есть, разница, так скажем, на лице. Причем во всех расцветках. Это серые гуменники. Цена одинаковая. Да, цена вообще не меняется. Это новая расцветка. По всем основным параметрам все то же самое. Заканчивают ополашки, это мембрана, это рабочая. После обработки получается. Попробовать нужно.
это любые тканевые. Что главное, он впитывается вовнутрь. Что здесь идет еще спиртовая основа. И вот. И здесь получается что нюанс? Во-первых, он бесцветный, яйца любого цвета, да, не оставляет ореол, где обработан, где нет. Во-вторых, это одной обработки вот такой, он хватит на 2-3 месяца. Да? То есть раз в сезон вы обрабатываете, да, и полностью получается выталкивающий эффект. Дальше это кроме воды, это соль, всякий реагент, да, тоже. Сейчас он впитается внутрь в течение 15 минут, да? А сам эффект будет через пару часов. Сделайте еще раз, а? Пройду. 12 без звука, 16 с 4 звуками на радиоуправлении. В Москве. Звукового кетлера, он вот это звука. Ремингтон. Кеники хылларга Ремингтон Эльбёв повседневкага таңас оңыранырат футболка ағалар наст категория оқырды бұл көрігі көді бұл. Хорошая термос, как гильза, да? Sarılar, sabahki bu sangan novinkaların taharacalar, rahani köy sağlar, kelbitler. Bu sabahki sağları, emeği onu sıkıntışını sağlar. Гагарин bu Андрей Шелестов рекламу verdi. Sağda. Soğuklardı. Tendelarga tavşetler bider, kelemit bisevi, визиткалар будем беребит отстахабы. Это герморюкзаки, гермосумки наши все. Они пользуются сейчас, в принципе, будут пользоваться популярностью, сплавы, все это нет новиночкам еще. Это наши стандартные рюкзаки, рыболовные сумки, то, что, в принципе, давно в нашем ассортименте. Вы из новинок вышел вот такой вот чехол. Он отличается от обычных тем, что здесь двойной. Ну, выглядит он, как и все наши, в принципе. Он жесткий полностью. У него двойной вход, открывается полностью, для того, чтобы было более удобно, скажем, оружие положить и достать, естественно. Вот такие вот сумки появились, они еще без артикулов. Они, для всех видов ловли, в принципе. Здесь идет в комплекте 2 коробочки. Эти все перегородки, они переставляются на липучках. Это прототип, собственно. Еще нет его в ассортименте, но в ближайшее время все введут. Сюда леску получше ставите, понадежнее, да. И очень хорошая, удобная штука. Уточку, чтобы достать уточку, кидаете за нее. Ага. Вот так, смотрите. Взяли? Кинули за... Оп, оп, стоп, оп, уточка. Уточка попалась. Селезень какой-то. Подвини ее. Подвини ее. Тихонечко ее вытаскивайте, смотри. Поплавок не тонет, а это вверху, внизу стоит, вот это вот, когда на воде. Вот. Если вы зацепились за корягу, то пружина вот
это не ломается, не гнется. Она, вот смотрите, возвращается обратно, видите? То есть не надо ничего обрывать. Вы ничего. Вы просто потянули, и все. Она прошла через корягу, и все. Раны, порезы, царапины, ожоги намотали, оторвали. И вам не нужно возвращаться домой, ехать, искать врача, прерывать охоту, рыбалку. Представьте, 300 километров приехали на рыбалку, на охоту. И там беда какая-то случилась. Можете мочить, сушить руки, мыть, купаться, плавать. Можно напалечник сделать, полностью ноготь закрыть. Перекись льете прямо на него. Зеленку перекись. Свойства? Это бандаж мембрана. Он стягивает рану, останавливает кровь. То есть самый главный смысл в чем? Вот у вас кровь хлещет, вы пробили палец. Берете пластырь, замотали и дальше продолжаешь рыбалкой, охотой заниматься. Вам не надо искать врача, возвращаться домой. Бұл кулхантыктар тендалары духовой монол коңорот тирилтер. Билин сылатаннар кеңәйнәр духовой монол коңор баккалар. Бұл маскалаттарын орап болдылар, подвестар, футболка. Теперь 2 раза. Сильно губы зажали вот так. Экобайт, живые насадки для рыбалки. Черви еще есть. Разные черви, то есть размер S, M, L, XL, 2XL. Также есть разноцветные. Красные, цветом кожи. Для рыбалки самое то. Можно дозу выдать. 30. С удовольствием. Белую? Ну, давайте лучше белую. Самые большие 2XL. Не, белую. Все, извините. 30 рублей. Извините. Бұл российская фирма Албега деп прикормкалары оңыры. Бұл фирманы кеттемелі зүйгіт. Салаятшылар әмір товарыстыр. Жаба 2. Радиоуправляемая лодка, приманка с эхолотом и GPS. Ничего себе. Самое то для любой рыбалки. У вас в центральной части России в основном тактическая одежда хорошо, наверное, Да, продается. они любят и в город одеть, чтобы универсальный был костюм, чтобы много денег не тратить. И в город походил, да, вот французы городскожести. И бронежилет одел, все уже в тактике, уже страйк был, кажется. Вот, там брюки очень продуманные, под нож, под магазины, наколенники, специальные места сделаны, чтобы наколенники тоже смотрели. То есть все продумано. Куртка бастион на сушеле. Да, Галина, да, доброе утро. Тут же. Утеплитель что? Тут идет наш русский север, утеплитель, да. Он идет до 0 градусов. Большая слой. Добрый день. Вентиляции. Это тактика, это все страйкбол, военная тематика. Либо под шевроны присутствуют, карманы. Многие используют
Сразу же брюки посмотрим. Брюки Fighter. Тоже они универсальные. Несколько цветов. Получаются они с тефлоновым покрытием, отражающие. Дополнительная защита от грязи, от воды. Вот. И идет механический стрейч материал называется. Но это смесовка. 60% хлопка, чтобы дышало. И чтобы было надежно крепко, 40% полиэстера. Очень много карманов, поднож, под магазины. Чтобы магазин не болтался в кармане, да, специально есть резинка. То есть ты его туда просунул, и когда бегаешь, он уже по ноге не бьет. Ну или там нож, например. То есть очень много деталей, несколько цветов. И в город, и в тактику охотничьей коллекции. Тут идет материал soft shell, нитки ковац. Нитки ковац — это специальные нитки, если влага попадает, вот они, внимание, влага попадает, нитка начинает, немецкая технология, нитка чуть набухает и закупоривает отверстие от иголки, такая доп. Изоляция. Ну и такие дизайнерские ушки можно убрать, кому не нравится. Так смотрится интересно. Мембрана тоже идет 10 на 10. Предусмотрена вентиляция. Вот. Ну и брюки. Такой относительно бесшумный, надежный. С термобельем, в принципе, для градусов это можно делать. Дальше. Вот это вот самые из того, что есть, самые у нас навороченные брюки. Давайте сразу достану. Тоже идет механический стрейч, это 60% хлопка, 40% полиэстера. Примечателен обилием карманов, возможность наколенники вставить. Вот сюда вот они расстегиваются, вставляются наколенники специальные. Карманы под нож, под магазины, утяжки. Возможность регулировать, внимание, из кармана возможность регулировать высоту колен. То есть я подтяну, они выше, ниже, они там сами регулируют под рост и прячутся. То есть очень продуманный, очень, 17 карманов присутствует. Это тоже идет самостоятельная у нас куртка, Шерман, новинка. Очень легкая, тоже идет верхний лон, очень мягкий, приятный. Одеваешь, ее не чувствуешь на теле, но в то же время он достаточно теплый. Также во время выставки мы дали интервью журналу и каналу «Охота», поговорили об охоте в Якутии, ее особенностях и о самой природе. Как интервью станет доступно, мы обязательно им с вами поделимся. Следите за нашими новостями. Попробуем чип? Давайте. Это русский чип, да? Откуда? Таймыр. Елисей. Он есть разный, возьмите кашицу. Есть побольше, есть поменьше. Килограмм чира сколько? А вот там написано. Это 100 грамм, да? Да, за 100 грамм, да. Но он есть разный, есть побольше, есть поменьше. За 100 грамм 230 рублей. Тогда получается килограмм 2000, да? 2300. 2300. Очень вкусный буксул, вот эта вот рыба. Она менее жирная идет. Мужчина, подходите, пробуйте таймырскую рыбу. Юкала. Юкала — это вяленое мясо идет. Вяленое. Да. Вот это килета. Качай. Это омуль. Омуль били. А вот там. Муксун була кимها في الباب. هنا ده. Вот чир малосольный.
Доктор. Bir kilete kepehince algısı mı? Ya bu aras tayak tulu. Копченая раны. Копченое мясо из лося. Карпаччо из медведя. За 100 грамм 220. Шавыча, да? Чувашские деликатесы. Вот наш национальный чувашский. Да. Там среди Чувашии бараний желудок, начиненный углевым мясом. Углевым мясом. Буженина запеченный и рябчик запеченный. Дойду бәлерін рас астырын ағыланlar бұл. Маңнан выставкаға ақылдар. Аға әреттен мұқтар бұл. Сақа әреттен мұқтар. Грибы. Потом да. Это откуда? Вологодский. А? Вологодская область. Доктора Эмбарди. Морошка. Отулат астра. Брусника сколько стоит? 1 килограмм 500, да? Да. Земляника 2000. Потоннара, да? Потоннара 1 килоте 5 мегабайт. Каптагастара 1 килоте 3 мегабайт. После выставки мы отправились в спортинг-клуб «Москва», который находится в 50 километрах от Москвы. Там практикуют как стендовую стрельбу, так и стрельбу из лука и арбалета. Помимо этого на территории находится патронный завод СКМ «Индустрия», который был основан в 2002 году и получил свое название по первым 3 буквам СКМ, то есть спортинг-клуб «Москва». Так, Антон, куда идем? Так, сейчас я распишусь тогда. Вы расписались, да? Да, мы расписались, да, проверно. Будем только в мишень. Если будем как только голову оторвем, выстрел будет ниже там, казаться. А так мы всегда будем стрелять туда, куда смотрим. Давай. Здравствуйте. Кинерит манан түмүктенне үшөй кадырдары кадыры ататыбыт көрөңгүт сыналан оннотон сотуру ме саңа кинерит такыга анан ански кинега дири.
Вот наш сюжет и подошел к концу. Надеюсь, вам все понравилось. Все, что мы собрали, вы посмотрели. Присмотрели, может, что-нибудь для себя. Удачной вам охоты на водоплавающую дичь в этом сезоне. А с вами был канал Булчут Охотный двор. Всего вам доброго.